В России в один день арестовано двое таджикистанцев, которых обвинили в причастности к так называемому мятежу генерала Абдухалима Назарзада и назвали членами партии Исламского Возрождения. Судя по всему, оба мигранта и не знали, что находятся в международном розыске. Так, например, один из них пришел получать патент на работу, когда, к своему удивлению, узнал, что находится в розыске по линии Интерпола. В Санкт-Петербурге 34-летнего таджикистанца задержали, когда он пришел получать разрешение на работу. При проверке по базам данных выяснилось, что мигрант находится в розыске как скрывшийся от следствия. Душанбе поместил его в базу как участника бандформирования и организатора преступного сообщества. Петербургское издание «Фонтанка» указывает, что задержанный является членом ранее парламентской, а ныне незаконной партии Исламского Возрождения Таджикистана, которую таджикские власти объявили экстремисткой. Сотрудники ФМС, случайно натолкнувшиеся на разыскиваемого, передали его Интерполу. В базе международной полиции мужчина указан как принимавший участие в краже оружия в войсковых частях Минобороны, а также во взятии заложников. В Челябинской области также задержали 34-летнего мужчину. Его, в отличие от питерского коллеги, разыскивали намеренно. Операцию по аресту подозреваемого в участии в мятеже Хаджи Халима проводила ФСБ России. Сейчас он находится в СИЗО, при нем обнаружена литература на арабском языке. Ее, как возможно запрещенную, отправили на исследование. Сейчас в базе данных Интерпола Таджикистана разыскивается 160 человек, значительная часть которых обвинены в организации преступного сообщества и участии в бандформировании. Сколько из них оппозиционеров, а сколько экстремистов, неизвестно. О том, как Душанбе порой использует Интерпол и кого объявляет международный розыск, нам рассказал эксперт. Скажем, Интерпола – это взаимодействие между правоохранительными органами стран-участниц. Да, вот они зачастую, мне кажется, не имеют даже времени или, там, скажем, персонала, чтобы досконально изучать каждый отправленный запрос. И этим умело пользуются диктаторские режимы, авторитарные режимы, не только Таджикистан, но и другие страны, в том числе Центральной Азии. Поэтому и этим пользуясь, эти авторитарные режимы превратили Интерпол в своеобразный инструмент, как сказать, преследования, инакомыслия, преследования оппозиционеров. Ну, само собой, ни одна страна, пусть даже она диктаторская или авторитарная, они не будут в запросе своем указывать какие-то, скажем, политические цели, да, политические статьи. Они по-любому там указывают или терроризм, или экстремизм, чтобы было легко их экстрадировать. А в самом Таджикистане вынесен первый приговор члену партии Исламского Возрождения. Суд был закрытым, проходил в секретном режиме, и из-за этого родственники обвиненного лишены возможности оспорить решение. По информации Азади, Хасан Рахимов был главой ячейки ПИФ в Фархорском районе Хатланской области. Его арестовали 23 сентября, обвинив в призывах к террористической деятельности, создании экстремистского сообщества, незаконном хранении оружия и возбуждении национальной вражды. Верховный суд признал его виновным и осудил на 9 лет лишения свободы. Следствие утверждает, что дома при обыске у него нашли пистолет и гранату. На судебный процесс были допущены только супруга и дети осужденного. Родственники Рахимова отметили, что они были намерены обжаловать приговор вышестоящей инстанции. Однако, как им сообщили, данного права у них нет, так как на дело наложен гриф секретности. Между тем, лидер партии Исламского Возрождения Мухиддин Кабири накануне дал интервью агентству Ислам Ньюс. В нем лидер некогда парламентской, а теперь оппозиционной и запрещенной партии рассказал о своем видении происходящего в Таджикистане. Нынешний деструктивный таджикский просвещенный клан настолько боится потерять социально-политический контроль над обществом, что любых представителей альтернативного мировоззрения под надуманными предлогами обвиняют врагами народа и старается от них избавиться. Правящей таджикской элите гораздо лучше иметь радикально-экстремистскую оппозицию, с которой можно на законных основаниях бороться силовыми методами. Только таким образом можно чувствовать свое подавляющее превосходство над политическими оппонентами, обвиняя их в воинствующем исламизме. Между тем, по сути дела, сами власти, поддерживающие создавшие в Таджикистане тоталитарный режим, мало чем отличаются от тех, кто хочет создать там режим теократический.